Дорога Ларун из самого маленького района Якутии. Если в Европе все дороги ведут в Рим, то у нас в Якутии сюда, в Нижний Бестях. Так что, Мегина Кангаласки, на этих выходных ты наш! Быстрый, современный, дорогой. Мегино-Кангаласский район за последние годы сильно поменялся в лице. Сегодня столица района, поселок Нижний Бестях, претендует на статус города. Здесь уже сейчас можно заблудиться в рядах торговых центров и увидеть настоящий железнодорожный дворец. А еще найти клад купцов-миллионеров и, возможно, подружиться с привидениями в знаменитой Нахаре. И все это за одни выходные. Круто! Мегино-Кангаласский район – это место для тех, кто не любит терять время. Все, приплыли. Позади остался Якутск. Впереди теперь дорога в Нижний Бестях. Я на земле мегинцев. Вот она, столица Мегино-Кангаласского района, поселок Нижний Бестях. Основан он был в 20-х годах прошлого столетия, как такой транспортный узел, который связывал Якутск и заречные районы. Видите, сколько машин? Все потому, что здесь пересекаются дороги, соединяющие Якутию с Транссибирской магистралью, Бауман и Магаданской областью. Дальнобойщики везут товары. Жизнь кипит. Магазины, магазины, магазины. Не сосчитать. Говорят, что сюда приезжают специально из Якутска, чтобы затариться продуктами. Цены ниже. Торговые центры стоят чуть ли не на каждом углу, всевозможных цветов и форм. Не сказать, что поселок это сильно украшает, но приезжих явно привлекает. Ой, я открыла бразильский орех. Смотришь по сторонам и понимаешь, что жизнь здесь идет, даже бежит. Что-то постоянно строится, открываются торговые центры, вкладываются деньги. Говорят, Бестях должен стать крупным транспортным узлом Якутии и разрастись до статуса города. Конечно, благодаря открытию железнодорожной станции, которая вроде и есть, и нет. Такое ощущение, что эту дорогу строили полвека. Теперь столько же будут запускать. Вот это здание! Жалко, людей нет. Эх, мне бы билетик до Нирингри. Хоть Мегино-Кангаласский самый маленький район, но также считается одним из самых сельскохозяйственных. Здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас продается? Конина, жеребятина копченая. В год в цехе перерабатывают 35 тонн мяса. С ума сойти. Помимо жеребятины здесь делают пельмени, всякие мясные рулеты, розочки, кровяную колбасу и другие национальные блюда. А вот и жеребятинка. Начало процесса копчения. Отбираем самые хорошие куски. Оно уже сейчас уже просоленное, уже готовое. Просто сейчас обвязываем и вниз спускаем. После рассола мясо попадает в коптильню. Ух ты, все готово, да? Да, готово. Опа.
Достаем, да? Опа. Какая красота, слушайте. Вообще вкусно. Я не ожидала. Я на самом деле жеребятину-то не очень. Как-то я вот что-то с ней не подружилась. Уйти отсюда без покупок просто невозможно. Тяжело, конечно. Зато сколько вкусных сувениров. Ах. Ух. Еще один сюрприз. В Нижнем Бестяхе есть грязелечебница. Люди сюда приезжают на санаторное лечение. Можно сказать, курорт республиканского масштаба. А грязь берут со знаменитого соленого озера Абалах, которое располагается недалеко, рядом с Тобогой. У нас содержит различные микро- макроэлементы, также в ее составе есть некоторые... Нет, вы мне скажите, я молодой стану, красивой, подтянутой. Да, конечно. Спасибо. Значит, В моем распоряжении 3 ванны. Ванная номер 1, жемчужная, подтягивает кожу. это правда. Ванная номер 2, хвойная, снимает стресс. Стресс снялся, нет? Пока не видно. Ванная номер 3, тропная, или другими словами, волшебная. Лечит все. Ноги перестали слушаться. Усталость, представь. Все это иловая грязь озера Абалах. Она оказывает противовоспалительное, даже обезболивающее и релаксирующее действие. Болячек лечит много, в особенности заболевания опорно-двигательного аппарата. Говорят, многих на ноги поднимает, еще и нервы лечит. Хотя расслабиться, лежа в куче грязи, хоть и лечебной, сложно. Все-таки Мегино-Кангаласский очень компактный район. Я сейчас еду в Павловск. Говорят, там спрятано золото купцов. Павловск – это село, основанное в 1850 году староверами. Это такое религиозное течение, появившееся в 17 веке. Церковная реформа Никона разбила православную веру на 2 части – приверженцы новых обрядов и старых. Последние подверглись суровому гонению. Многих даже сжигали за свои взгляды, а многих ссылали в Сибирь, подальше от людей. Старообрядцы из Павловска когда-то были одними из самых богатых людей в Якутии. О купцах-миллионерах Кушнаревых сегодня знают немногие. Петр Апексимович владел магазинами в Москве, Иркутске, Томске, Охотске, Аяне, Алепинске, Витиме. Торговал продуктами, одеждой, мехами, строительными материалами. Поставлял на золотые прииски скот, мясо, масло и рыбу. В Павловске сохранился уникальный семейный склеп Кушнаревых. Говорят, это чуть ли не единственный склеп староверов, сохранившийся до наших дней на всем Дальнем Востоке. По вот этим могильным плитам можно определить, когда эту часовню воздвигли. Где-то в конце 19 века. Попадая внутрь, испытываешь смешанные чувства. Все-таки это семейный склеп, а не туристический объект. Место, пропитанное горем людей, ушедших еще в 19 веке. Пробирает до дрожи. Вот здесь находится могила Апексима Михайловича Кушнарева. Именно он и начал наживать это богатство. Его сын Петр Апексимович с началом революции бежал в Китай. Дальше Кушнаревы перебрались в Америку, но перед этим он успел спрятать в Павловский клад. Вот так. Кажется, вот этот дом в
В 1985 году здесь собака отрыла настоящий клад. Говорят, клад самого Петра Пиксимовича Кушнарева. Может, что-нибудь еще осталось? Всего было найдено 377 5-рублевых золотых монет в банке. Лопату мне, лопату! Опа! Отчеканенных в 1897 году. Для сна я выбрала гостиницу «Уранхай» в самом центре Бестяха. Здравствуйте. Добрый вечер. Я бы хотела у вас номер, самый лучший. Ничего себе! Неплохо для поселка городского типа. Здесь и личная душевая, холодильник, бесплатный Wi-Fi и, конечно, огромная кровать. Вечерний поход в бассейн с сауной – это обязательный пункт для любого туриста. Нижний Бестях – настоящий рай для туристов. Вчера я гуляла по действующему административному центру, а сегодня буду по бывшему. Еду в мае. Майя – это центр Мегино-Кангаласского района. Это историческая родина народа Саха. Говорят, именно здесь он сформировался. Об этом вам с радостью расскажут в музее. Покажут древние следы жизни человека в этих местах, орудия труда, останки быта и многое-многое другое. Для общего развития не повредит. Ничего себе! Останки кулун-атахской культуры были найдены рядом с селом Матты. Кстати, именно отсюда и пошел народ Саха. Здесь археологами было раскопано поселение скотоводов, датированное 1370-ми годами. По названию местности культура получила название Кулун-Атахской. До свидания. Ну все, галочка поставлена. В Краеведческом музее Майи побывала. Село основали в 1902 году. Занимались здесь сельским хозяйством. Центральной улицей является улица Героя Попова, первого из народа Саха героя Советского Союза. Им здесь очень гордятся. А вот эту пятиэтажку местные называют Санта-Барбарой. А вот и Джида, знаменитый якутский рэпер. Да-да, он родом из Майи. Вот такая богатая на яркие личности земля. По дороге в окно можно лицезреть одну местную достопримечательность – массивную трубу. Она была построена в 90-х годах прошлого столетия для орошения сенокосных угодий. Тянется на многие километры вперед и в некоторых местах стала небольшим арт-объектом. Здесь любят признаваться в любви, выражать свои мысли, просить уважать природу и просто рисовать.
Теперь я на турбазе Таллон в Табаге. А что вы удивляетесь? И в Табаге отдохнуть можно. Поликарп Петрович специализируется на разведении лошадей. Поэтому и база у него коневодческая. Здесь вам множество разных конных маршрутов, а заодно свежий полезный кумыс. Понятное дело, веселее. Я же говорю, там что-то есть. Нет. О, вот ты берешь, Жирный, начала, профлываешь, отрывай кусок и потом пей кумыса, толкай. Вот. И сразу пей кумыс. Пей вот так. Сжимай, 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 пей вот так. Не смотри. Да. Вкусно. Хорошо. Очень вкусно, правда? Это нынче будешь тебя зимой не болеть, гранки дают. Точно. Точно. Для того, чтобы отправиться на прогулку, необходимо пройти краткий курс Мой вкус. юного наездника. Я же их не знаю. Вот сюда, сюда, сюда. Близко подходи. Не Так дергай. она меня это... Вот, не дергай сюда. А-а-а! Руки вот подержи и сразу. Хоп, пошла. Круто! Берешь сразу ноги. Ага. Бери сразу. Хоп, быстро. Я не такая шустрая, как вы думаете. Ты говоришь, все умеешь, все. Я умею все, но очень медленно. Медленно не надо. Поликарп Петрович разработал 3 маршрута для туристов. Первый – гуляем по округе, это для новичков. Второй – скачем аж до озера Абалах. И третий – идем до места, где родился Василий Манчары. Только учтите, что добираться придется больше суток, еще и верхом. Если никогда не общались с лошадью, то первое время сложности понимания не избежать. Я решила просто прогуляться по округе, а на остальные объекты отправиться завтра, но уже на железном коне. Сегодня можно просто насладиться ездой. Я теперь захотела лошадь. Не собачку, не кошечку, а свою лошадку. Пришло время отправиться туда, ради чего я и посетила эту турбазу. Алас Манчары. Я направляюсь к месту, где в 19 веке родился и жил легендарный герой якутского народа Василий Федоров Манчары. Теперь пришло время услышать рассказ про народного героя. Манчары родился в июне 1805 года в зажиточной семье. Когда умер его отец, семья быстро обеднела. 9-летний мальчик испытал голод, холод, что такое жестокость тайонов. Став взрослым, он решил бороться с несправедливостью. С товарищами он нападал на плохих тайонов и грабил их. Отобранное Манчары раздавал бедным, став таким образом защитником обездоленных. Его арестовывали 5 раз, 4 раза он совершал побег из тюрем и каторги. Как только возвращался, продолжал борьбу против тайонов. Дело Манчары дошло до Сената Российской империи. Суд приговорил его приковать цепью к стене якутской тюрьмы сроком на 10 лет. Но только через 12 лет освободили Манчары и выслали на поселение Мархинский улус. Там 6 ноября 1870 года умер народный герой. Раз уж я в этих краях, то решила заглянуть на небольшое соленое озеро Абалах. Это иловая минеральная грязь, очень полезная. Ты кожу тянет, да, или что?
Сейчас, подождите. У тебя не будет морщинки. У меня и так нет морщин. Морщины. Как стянула кожу, как все чешется. Кошмар. Зато бесплатно. Теперь начинается самая страшная часть программы. Я еду в Нахару. В интернете пишут, что раньше где-то в этой местности в 19 веке располагалось село, население которого полностью вымерло от чумы. Но это полнейшая чушь. Подтверждения этим данным нет, а историки откровенно смеются над этой выдумкой, как и местные жители. Сегодня в реальной Нахаре живет чуть больше 600 человек. И большинство из них не верит в эти страшилки про привидения. Я пока, мне кажется, тоже. В селе в 2007 году режиссером Мариной Калининой был снят одноименный фильм ужасов по мотивам старинных якутских легенд. Некоторые считают его самым страшным фильмом в Якутии. Наверное, это и придало жутким рассказам о Нахаре второе дыхание. Но местным жителям такая слава не нравится, так что давайте развеем легенду. Нахара – это деревня, где спокойно живут люди, а все страшилки связаны с другим местом – летником Бере. До него надо ехать 2 километра. Мамочки. О, Господи. Это очень неприятное ощущение, когда туда смотришь. Место и правда неприятное. Хотя, наверное, многие заброшенные дома вызывают жуть и чувство страха. Здесь в советское время жили доярки и несколько семей. Говорят, летник образовался уже после войны, и никаких привидений или духов местные здесь не замечали. Когда насквозь домов смотришь, кажется, что там как будто кто-то проходит мимо. Глядя на эти развалины, становится страшно. Начинаешь верить в любые байки и, кажется, придумывать новые. В народе бродит очень много рассказов о том, что здесь ломаются проезжающие мимо машины, будто люди слышат крики и даже видят странные силуэты. Все стараются обходить это место стороной. Я должна здесь переночевать и утром понять, есть здесь что-то или нет. Услышать что-то, может быть, увидеть. Мне очень страшно. Четыре 18. Тишина. Ни поющих голосов, ни детского плача или крика, ничего. Тишина. Пришло время прощаться с Мегино-Кангаласским районом, мистическим, дружелюбным и таким необычным. Здесь даже поселок городского типа может легко посоперничать с городом. Огромные магазины, просторный ЖД-вокзал, свой санаторий сделали Нижний Бестях неплохим местом для отдыха. Конные прогулки, грязевое озеро, мистическая Нахара добавили этому отдыху остроты и уникальности. Здесь можно и нужно отдыхать. Проверить на себе. Ну что, друзья, совсем неплохо для поселка. Такой близкий, такой гостеприимный Мегино-Кангаласский улус приятно удивил меня обилием необычных мест. Еще один интересный район в копилке моих путешествий. До скорых новых приключений, друзья! Опа! Опа! Давай, друг! Ik drink alleen champagne, eet voor de twee aan bloem heb ik niets. Weg ermee, ik voel me